Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. Инспекторы выявили нарушения. УБЭП проверил Галский район. Мраморный вред. Как бороться с клопами-вонючками. Круглый стол в Сухуме. Подарки многодетным семьям. Совместная акция Аквафона и фонда Киарас. Сегодня президент Рауль Хаджимба подписал указ о награждении государственными наградами за многолетний труд в области защиты интересов трудящихся и активное участие в общественно-политической жизни Республики Абхазия. Президент наградил орденом Ахицапша третьей степени Марину Шанава. За многолетний плодотворный труд, активное участие в общественно-политической жизни Гудаутского района президент наградил орденом Ахицапша третьей степени Михаила Ладаря. Управление по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел проводит проверки по всей стране с целью выявления нарушений. Буквально на днях проверка УБЭП была проведена на Галском рынке. О том, какие нарушения были выявлены, расскажет Рената Шакая. Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел Республики проинспектировали Галский рынок. В соответствии с законом о лицензировании отдельных видов деятельности правоохранительные органы проверили торговые точки на наличие лицензирования. Согласно данному постановлению, индивидуальные предприниматели должны иметь данную лицензию. Однако мы на сегодняшний день в ходе проведения проверок видим, что ни у одного предпринимателя нету этой лицензии. И составляется соответствующий протокол. В ходе проведения профилактических мероприятий были выявлены факты незаконного предпринимательства. По линии ОБЭП было составлено 20 административных протоколов за нарушение статьи 154 Кодекса об административных правонарушениях за незаконное предпринимательство. Было изъято свыше 250 пачек табачных изделий без акцизных марок. Кроме того, совместно с сотрудниками УКОН МВД РА были проведены проверки в аптечных киосках. Однако каких-либо нарушений в аптеках, расположенных на территории Гальского рынка, выявлено не было. В общем, с 21 февраля по 2 марта текущего года сотрудниками УБЭП МВД в ходе проведения профилактических мероприятий по всей республике было составлено 15 административных протоколов по факту незаконного предпринимательства, реализации алкогольной и табачной продукции без лицензии. Материалы проверок направлены в районные суды. Рената Шакая, Беслан Джанджоли, Алхас Воуба, Абхазское телевидение. Пицунский тепличный комплекс «Аваи Агро» возобновил свою работу. Буквально на днях сюда было завезено более 1000 корней томатов. Вся рассада в течение 3 дней будет высажена в открытый грунт. Первый урожай помидоров ожидается уже через 2 месяца. Территория тепличного комплекса «Аваи Агро» в общей сложности составляет около 4 гектаров земли. Предприятие оснащено современным оборудованием. Здесь в основном выращивают томаты сорта «Плайсанс». 90% урожая с этого тепличного комплекса идет на экспорт в Россию. В этом году из-за сильных холодов практически вся рассада погибла, а это предположительно более 800 тонн урожая. Как справиться с мраморным клопом, очень быстро распространяющимся по всей Абхазии? Об этом шла речь сегодня в Сухуме на встрече за круглым столом представителей Министерства сельского хозяйства, карантинных служб, научных организаций и экологов. Инициатором встречи стала Международная организация движения против голода. Клопы-вонючки, или как их еще называют клопы-черепашки, появились на Черноморском побережье в большом количестве около 3 лет назад. Чаще всего их можно встретить вблизи водоемов, а в период размножения этот клоп может оказаться даже в вашей квартире. Но паразитом для человека он не является, поэтому при его обнаружении не стоит поднимать панику в поисках инсектицида. Достаточно просто выбросить его в окно, и больше он не вернется. На сегодняшний день, по данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми, без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Для Абхазии явление новое, и он долгое время, на протяжении почти 2 лет, он маскировался под очень близкий местный вид щитника древесного, на которого он очень похож. И биология у них очень схожие, но со временем стало ясно, что по количеству и численности он значительно превосходит местный вид, и
повреждения, которые он произвел в прошлом году, оказались экономически столь существенными, что появилась острая необходимость в борьбе с ним. В прошлом году Институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии совместно с краснодарскими коллегами сумел выявить и отличить мраморного клопа от местного древесного щитника, что значительно облегчило работу в этом направлении. Результатом этой работы стала небольшая брошюра, в которой изложены биология вредителя и возможные меры борьбы с ним. Сегодня нам предстоит всем заинтересованным организациям и структурам выработать совместный план действия, который позволил бы в преддверии нового сезона избежать больших экономических потерь, которые связаны с появлением этого нового вредителя в Абхазии. Международная организация движения против голода осуществляет свою деятельность в Абхазии с 1994 года. Последние годы она направлена на развитие сельского хозяйства страны. Представитель организации Эрвин Блау отмечает, что наиболее сложная ситуация сложилась в восточной части Абхазии. В некоторых районах из-за вредоносной деятельности мраморного клопа уже пострадал до 90% урожая. В этом момент самые большие проблемы в восточной части Абхазии, район Гал, Тварчал, Очамчира, Сухум и Гулрипш. Но это не значит, что в других районах не появился проблем клопа, но надо делать мониторинг, где появился. В сельском хозяйстве клопов вонючек травят различными ядовитыми составами, на которые те довольно быстро приобретают иммунитет. В связи с этим обстоятельством производители инсектицидов вынуждены постоянно создавать новые химикаты, которые позволяют уберечь поля от вредителей. Накануне Международного женского дня 8 марта в Министерстве обороны поздравляли женщин, посвятивших свою жизнь служению Родине. В честь праздника женщинам, военнослужащим были вручены грамоты и денежное вознаграждение. С поздравлениями к ним обратился министр обороны Мераб Кишмария. Во все времена женщина была и продолжает оставаться главным примером добродетели. Каждый из вас – это наш надежный тыл. Это наша любовь и наша гордость. Особые слова женщинам-ветеранам, прошедшим дорогами войны, вынесшим на своих плечах все тяготы и невзгоды. Вы выстояли в суровое время, плечом к плечу сражались вместе с отцами, мужьями, братьями и сыновьями в годы Отечественной войны народа Абхазии. Самоотверженно трудились в тылу, воспитывали детей, мужественно приносили испытания, выпавшие на долю народа. Примите от нас низкий поклон. Прошу почтить минуту молчания наших сестер, отдавших жизнь во имя свободы обстановки. Прошу садиться. В вооруженных силах трудится много женщин на гражданских должностях. Тыловые службы, кадровые, финансовые органы, медицинские и другие подразделения. Дорогие женщины, поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником. С ваших лиц никогда не сходит улыбка. В домах звучит детский смех. Крепкого здоровья, огромного терпения, бодрости духа, только светлых безоблачных дней и безграничного счастья. Компания «Аквафон» и благотворительная общественная организация «Киараз» не изменили себе и на этот раз. Они поздравили с 8 марта 17 многодетных матерей, подопечных фонда. Вместе с пожеланиями крепкого здоровья, бодрости духа и терпения женщинам преподнесли букеты и сертификат в 15 тысяч рублей. На эту сумму в торговом доме «Позитив» семья могла выбрать необходимые бытовые товары. Низ Фаршева продолжит тему. 17 молодых и многодетных мам принимают поздравления от компании «Аквафон» и благотворительного фонда «Киараз». В адрес женщин прозвучало много теплых слов пожеланий, а также признание неоценимой роли матери в жизни каждого человека. В этом году компания «Аквафон» и благотворительная общественная организация решила выделить такую категорию – это многодетные женщины. Среди них есть женщины, у которых по 6, 7, 8, а то и 12 детей. Это большой героический
физический труд на самом деле. Наша компания всегда относится с трепетом к таким женщинам особенно, потому что, как я говорил ранее, это огромный подвиг и тяжелый труд. Хотелось бы отметить такую важную цифру. Сегодня здесь присутствовало 17 женщин, и если брать суммарно, то у них получается 105 детей. То есть это действительно цифра поражающая. Мы, компания «Аквафон», поздравляем всех женщин Абхазии с этим прекрасным весенним праздником 8 марта и желаем им в первую очередь здоровья, улыбок, позитива много, и хотим, чтобы они оставались такими же прекрасными, какие есть. Весенний букет цветов, поздравительная грамота и сертификат на 15 тысяч рублей. Такой подарок подопечным фонда «Киарас» в этом году сделала компания «Аквафон». Самое необходимое для дома в быту женщины могли приобрести здесь, в торговом доме «Позитив». На самом деле идея поступила от наших официальных партнеров, от компании «Аквафон». Они ежегодно уделяют внимание женщинам в преддверии главного праздника Международного женского дня. И в этом году они решили поддержать именно организацию «Киарас», поскольку знают, что в числе в наших списках есть многодетные матери, которые воспитывают детишек. В торговом доме «Позитив» 3 этажа. Здесь есть отделы посуды, постельного белья, бытовой техники, мебели. Это, в принципе, все то, что нужно на сегодняшний день многодетным мамам. И мы, на самом деле, ими гордимся, потому что видим, через что они проходят. Мы верим, что они воспитают хороших детей. Мы бы хотели им пожелать сил, терпения, здоровья прежде всего и, конечно же, женского счастья. Каждая женщина здесь – мать-героиня, ведь вырастить детей, дать им образование, воспитать достойным человеком – дело не из легких. Тем более, когда рядом нет мужского плеча. Эти женщины – гордость и пример для подражания. Дай Бог им здоровья и счастья, радости же, благополучия у них, чтобы в жизни это было. Спасибо, фонд, который помощь дает нам. С праздником. Желаем счастья, радости. Спасибо вам. Каждая из них заслуживает слова благодарности за неустанный труд и большую ответственность в воспитании будущего поколения. Глядя на этих женщин, можно понять, физический труд для них не просто слова. Дом, быт, работа, семья – зачастую все это ложится на их хрупкие, но сильные плечи. Однако, несмотря на все сложности жизни, они говорят, быть матерью – ни с чем не сравнимое чувство и огромное счастье. Нис Фарш, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. На канале АГТРК в прямом эфире продолжаются дебаты кандидатов в депутаты Народного собрания. Сегодня прямой эфир Абхазского телевидения предоставляется кандидатам от Сухумского избирательного округа номер 7 и Тхорчалского 1-го избирательного округа номер 33. Завтра, 8 марта, время Мачарского избирательного округа номер 25 и Баславского округа номер 27. И в завершении выпуска о погоде. В Абхазии ожидается малооблачная погода. Температура воздуха ночью 7-8, днем 13-16 градусов. Температура морской воды 7 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.